В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к жителям оккупированных территорий в эфире Пятого канала и заверил, что Украина работает над их возвращением. Что означает это заявление? Переход к новой фазе деоккупации Крыма и Донбасса или начало избирательной кампании? Ждут ли сами крымчане возвращения украинской власти? С чем раньше украинский президент обращался к крымчанам и как реализуются его прежние обещания относительно полуострова? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, президент Украины в эфире Пятого канала заявил буквально следующее, цитирую. «Хочу заверить, каждый день Украина и украинцы, мы думаем про вас. Мы ценим вашу преданность Украине даже под дулами автоматов, невзирая на издевательства оккупантов. Я лично очень взволнован вашей смелостью рассказывать о любви к Украине на камеры. Я на всю жизнь запомнил, как меня в Краматорске и Мариуполе спрашивали, а вы нас не оставите, вы отсюда не уйдете? Я тогда твердо пообещал, что мы будем бороться за каждую пять нашей земли. Я решительно отбрасываю все разговоры о том, что якобы захват Крыма является уже совершенным делом. История, наоборот, учит, что аншлюсы не бывают долговечными. Крым — это Украина, он есть и будет украинским. Я обращаюсь ко всем нашим людям, которые сейчас находятся под российской оккупацией. Мы изо дня в день работаем над тем, чтобы украинский флаг, украинский герб, украинская власть вернулась на все оккупированные земли. Я и вся Украина вместе с вами. Мы вас никогда не оставим. Никогда и никому не отдадим». Конец цитаты. С нами на связи Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины, аналитик Украинского независимого центра политических исследований. Юлия, здравствуйте. Доброе утро. Итак, нельзя сказать, что это уж слишком неожиданное заявление Петра Порошенко. Он уже неоднократно на протяжении последних 4 лет обращался либо прямо к крымчанам, либо упоминал Крым во время своих общеукраинских выступлений. Тем не менее, особенно вот расставленные акценты: вы сохранили верность Украине, мы вас никогда не оставим. Вот по вашему мнению, это обращение было действительно в большей степени направлено на жителей оккупированных территорий, временно неподконтрольных Донбасса и Крыма? Или все-таки основная целевая аудитория этого послания — это украинцы, живущие на подконтрольной украинской территории? Я думаю, что все же основная целевая аудитория – это крымчане, потому что если вы посмотрите на результаты опроса общественного мнения, то, в общем-то, Крым занимает далеко не первое место, да, среди тех вещей, которые беспокоят жителей материковой Украины. Их интересуют более такие, да, материальные проблемы, и их интересует война на Донбассе, и поэтому я думаю, что все же это было адресовано в первую очередь жителям оккупированного Крыма, то есть это в первую очередь попытка их каким-то образом подбодрить и заверить, что Украина их не забывает. И там же также в этом обращении речь идет о том, что мы работаем, да, о том, что это ежедневная кропотливая работа, что, в общем-то, результаты ее не видны немедленно, но, тем не менее, эта работа происходит, мы продолжаем. То есть это как бы попытка убедить, как бы подбодрить, что ли, именно жителей оккупированных территорий, на мой взгляд. Хорошо. А если посмотреть вот именно с точки зрения среднего жителя этих самых оккупированных территорий, насколько, во-первых, технически
все-таки до них может дойти речь президента, потому что мы знаем, что существуют определенные трудности в распространении украинского, вернее, не украинского, а исходящего с территории подконтрольной Украине вещания, что телевизионного, что радио на занятой Российской Федерацией территории. И вот, тем не менее, то есть может ли технически этот сигнал дойти, узнают ли они о том, что говорил президент, раз уж они являются основной аудиторией. И, во-вторых, можете ли вы предположить, как такое обращение может быть воспринято? Как просто слова или, может быть, есть основания полагать, что там определенный терапевтический эффект все-таки будет иметься? Ну, я думаю, что, к сожалению, дойдет оно, скорее всего, до крымчан в каком-нибудь искаженном виде через российские СМИ, но те, которые сохраняют верность Украине, да, те, которые продолжают считать себя гражданами Украины, они, скорее всего, услышат не искаженный месседж, да, они услышат, что вот к нам пытаются обратиться, нас не забыли. То есть те, которые по отношению к Украине настроены скептически или которые настроены пророссийски, они, скорее всего, услышат тот месседж, который, тот искривленный месседж, который им будет преподносить российская пропаганда. Поверят, не поверят, я думаю, что на самом деле крымчанам на данный момент достаточно тяжело верить как российской, так и украинской власти. Они слышали много обещаний после событий 2014 года. У очень многих осталось ощущение, что Украина их бросила, поэтому, в общем-то, восприятие, скорее всего, будет непростым, но, тем не менее, я считаю, что такие вещи, такие обращения делать надо, но они будут эффективными только в том случае, если слова будут подкреплены действиями. Ну, я не буду спрашивать вас о действиях, но все-таки еще несколько вопросов о словах. Вот это послание, которое, безусловно, услышали не только жители оккупированных территорий, но и жители материковой Украины, плюс вы в самом начале сказали, что есть там определенный отход крымской тематики из фокуса внимания жителей материковой Украины. Насколько все-таки, если Министерство информационной политики, если Центр независимых политических исследований проводит такой мониторинг, насколько именно жители материковой Украины перестали интересоваться, скажем, там, крымским вопросом? Или таких данных у нас нет? К сожалению, мы в этом году еще, министерство в этом году еще опрос не проводило, да, то есть у нас данных нету относительно того, насколько интересуются жители материковой Украины вопросом Крыма, но в тех опросах, которые я видела, в общем-то, процент достаточно небольшой, там в пределах 5% людей называли вопрос Крыма, когда их просили назвать 3 основных приоритета на данный момент. То есть есть такое ощущение у людей, да, что сначала нужно решить какие-то такие насущные проблемы, которые есть на материке, а потом уже, собственно говоря, заниматься деоккупацией Крыма. Может ли это быть, может ли такая ситуация вокруг Крыма использоваться, это уже будет последний вопрос, может ли такая ситуация использоваться в предвыборной кампании? Или все-таки, если уж 5%, то никому из главных кандидатов на пост президента не будет интересно в это ввязываться? Я думаю, что, на самом деле, если говорить о Порошенко, то он один из немногих украинских политиков, да, и государственных деятелей, которые к теме Крыма обращаются достаточно регулярно, как внутри страны, так и за границей, да, но если говорить о том, что на данный момент можно сделать в вопросе именно деоккупации, да, то есть освобождения Крыма от оккупации, то сделать можно на самом деле действительно очень немного. То есть мы видим, что Россия проявляет агрессию по всему миру, и по большому счету весь мир пытается каким-то образом обуздать Россию, и пока что это не очень сильно удается, да, но тем не менее и украинская дипломатия работает над тем, чтобы принимались решения в международных организациях, да, и сам президент заявляет о том, что нужна деоккупация, нужно переходить к более активной фазе. Но поэтому, скорее всего, из-за того, что, в общем-то, Россия, при том, что она не является
одним из основных мировых игроков, но все равно она является достаточно сильным игроком, и она непредсказуемый игрок. Украине сейчас в данный момент России что-то жестко противопоставить Украина практически не может, да, и поэтому Крым сейчас это не та тема, которая может быть темой победы. Она может быть темой борьбы, но не темой победы, к сожалению. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Если вы на полуострове 044 490 31 18. Если вы на материке, мы продолжим буквально через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио Крым Реалии. С нами на связи Олег Саакян, украинский политолог, председатель платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр». Олег, здравствуйте. Доброе утро. Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к жителям оккупированных территорий. Два основных месседжа. Вы проявляете верность к Украине даже под дулами автоматов. И второе, мы вас не оставили, не забыли, мы работаем над вашим возвращением. Мой предыдущий спикер Юлия Коздобина полагает, что основная целевая аудитория этого выступления – это именно жители вот неподконтрольных Украине территорий в Крыму и Донбассе. А теперь поставлю тот же вопрос вам. Кто на самом деле должен был услышать слова президента в первую очередь? Те, кто находится по ту сторону линии разграничения? Или все-таки жители подконтрольной Украине территории? Ну, мое мнение, мне кажется, ключевым слушателем этого месседжа по планам банковой администрации президента как раз должен был стать житель Украины подконтрольной. Во-первых, во-вторых, международное сообщество, поскольку жители оккупированных территорий голосовать не могут, а мы находимся все-таки уже в предвыборной гонке, когда любые заявления соизмеряются так или иначе с предвыборными позициями и с попытками улучшить свой рейтинг и найти нового избирателя. Поэтому, конечно же, тут скорее это укрепление своих позиций, попытка зайти в эту нишу переселенцев, как минимум для того, чтобы на ней не терять свои голоса. Плюс это, конечно же, укрепляет имидж перед международными коллегами, в которых таким образом президент выглядит более серьезно. В условиях борьбы рейтингов и достаточно призрачных возможностей второго срока для президента это очень важно. То есть вы полагаете, что такое обращение является одним из звеньев начавшейся фактически избирательной предвыборной кампании Петра Порошенко? Ну, для точности надо сказать, что это не первое обращение президента к жителям оккупированных территорий, и он это делает с определенной периодичностью. Но месседжи, которые были сказаны, они четко указывают на то, что снова же таки это обращение соизмеряется с его предвыборной риторикой и с теми тремя темами, которые он взял для коммуникации со своим избирателем, как то язык, армия и церковь. В данном случае мы видим, в принципе, тема деоккупации. Фактически тема армии, того, что люди держитесь на тех территориях, мы вас будем освобождать, она фактически есть краеугольным камнем этого обращения. Может ли кто-нибудь еще из кандидатов на пост президента, по крайней мере из тех, у кого есть реальные шансы хотя бы выйти во второй тур, взять на вооружение вот крымскую и донбасскую тему? Или она останется прерогативой именно президента Петра Порошенко? Ну, на самом деле, это не самый благодарный избиратель и аудитория для коммуникации, поскольку мы с вами прекрасно понимаем, люди на оккупированных территориях не голосуют, и лишь малая часть из них выйдет проголосовать. Переселенцы также не самая мотивированная часть населения с точки зрения голосования на выборах, поскольку это люди, которые заняты очень часто просто банально выживанием своим. Часто это люди, которые обижены на ситуацию. Соответственно, это не самый послушный избиратель и
активны. Поэтому, скорее, на этой нише есть шанс только у президента потягаться, у кандидатов, которые заигрывают с пророссийской риторикой, которые могут сыграть на реваншизме и обидах части населения. А для остальных кандидатов, к сожалению, хотя, мне кажется, это неправильно с точки зрения ответственности политиков, на сегодняшний день мы видим, не особо удается и не особо проявляют желание остальные кандидаты для того, чтобы коммуницировать именно с переселенческими территориями. Хотя частично это еще случилось и от Тимошенко, частично с этой темой заигрывают все кандидаты, но системной работы, к сожалению, пока не видно. Может ли в ближайшее время ожидать нас, просто буквально там после 1 сентября, когда президент выступил, пришло 3 сентября, когда президент в эфире 112 канала заявил, что, ну, по крайней мере, 112 передает, что будет внесено в очередной раз решение об изменении Конституции в части вот крымской автономии. Может ли нас ожидать в ближайшее время какое-то реальное движение в этом направлении, или это пока тоже остается только предвыборной риторикой? Я думаю, что в данном случае это предвыборная риторика, поскольку изменения в Конституцию, во-первых, это достаточно трудоемкий процесс, и найти поддержку в парламенте в предвыборный период достаточно сложно. То есть это связано с огромнейшей ресурсно емко. С другой стороны, внесение изменений в Конституцию в разделе автономии это очень спорная, очень сложная тема, в которой связано очень много интересов. В частности, она может быть использована для ослабления украинского государства. Ну и третье, конечно же, в целом изменения в Конституцию в предвыборный период – это несколько безответственная история, поскольку она открывает ящик Пандоры для того, чтобы производить изменения Конституции не просто уже в угоду новым президентам и в угоду политическим интересам, а фактически в рамках предвыборных кампаний. Ну, а все-таки Конституция – это основной закон, и такие изменения ее – это несколько противоречит международной традиции с точки зрения конституционализма. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Олег Саакян, украинский политолог. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам на сайт, предлагайте свои темы программ. Мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Гаяна Юксель, представитель Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 1 сентября президент Петр Порошенко обращается к жителям, в том числе и Крыма, заявляет, что Крым — это Украина, что Украина не оставит эту территорию, будет бороться за возвращение жителей под украинский суверенитет. 3 сентября Петр Порошенко заявил о том, что в ближайшее время Конституционная комиссия созовет заседание для рассмотрения проекта изменений в Конституцию, которое будет касаться крымской автономии. Об этом он сообщил на встрече с лидерами фракции в Верховной Раде. Цитирую: «Отдельно хотел бы подчеркнуть по поводу проекта изменений в Конституцию, что относительно Крыма. В ближайшее время будет создана Конституционная комиссия. Наши партнеры из числа крымских татар принимают активное участие. Также приглашаю представителей всех фракций на этапе подготовки принять участие в работе Конституционной комиссии, внести свои предложения, проанализировать». Конец цитаты. Вот эти заявления, это такой элемент, я задаю этот вопрос всем моим спикерам, это такая элемент предвыборной риторики или действительно в самое ближайшее время грядут изменения в украинскую конституцию в части Крыма?
Ну, я очень надеюсь, что это не элемент предвыборной риторики, а дело, которое уже вот сейчас на данном этапе завершится практическим воплощением. Я имела возможность прослушать предыдущего оратора вашего. Значит, полностью не согласна. Принятие статуса Крыма как крымско-татарской автономии – это демонстрация зрелости Украины, демонстрация того, что Украина стала государством, признающим международные нормы и законодательство, особенно в части прав коренного народа, который проживает на территории данного государства. Поэтому, насколько я знаю, работа ведется уже давно. Результатов мы ждем. Надеемся, что они будут реализованы. 3 года назад были анонсированы работы, начало работы было анонсировано, сейчас мы надеемся на практическое воплощение. И то, что это воплощение реализуется накануне выборов, это вот такое вот совпадение, понимаете, потому что можно было решить этот вопрос гораздо раньше, и сейчас бы мы его абсолютно не рассматривали в контексте предвыборной риторики. Но, тем не менее, получается, как получается. Все-таки мы уже в эфире радио Крым Реалии не один раз обговаривали, обсуждали и с теми представителями Меджлиса крымско-татарского народа, и активистами, и экспертами, которые принимают участие в работе. И вот все говорят приблизительно то же самое, что вот работа идет, практические результаты скоро, но пока никто не видел целостного документа, который бы там ознаменовал внесение изменений в статью 10 Конституции. И тут еще и президент приглашает поучаствовать все остальные фракции. И после того, как представители других фракций в Верховной Раде начнут, кроме его собственной, начнут вносить предложения, изменения и дополнения, не затянется ли эта работа еще на год? Или, может быть, все-таки уже в 2019 году нас будет ожидать изменения в Конституцию? Ну, вы знаете, я с вами в этом плане абсолютно согласна. Как представители Меджлиса мы принимали участие в работе рабочей группы Конституционной комиссии на начальном этапе. Когда предварительные слушания и обсуждения прошли, была создана рабочая подгруппа, которая приступила уже к конкретному внесению изменений и работой над текстом. И вот изменения, которые выработаны рабочей подгруппой, они совершенно верно вы отмечаете, они должны быть уже анонсированы, они должны быть опубликованы, представлены широкой общественности, политикам, депутатам и так далее, и так далее. Потому что это тот вопрос, который требует обсуждения. Были анонсированы принципы, на которых эти изменения, скажем так, зиждятся, да, строятся. Вот. А сам текст, совершенно верно, его нужно опубликовывать, его нужно выносить на широкое обсуждение, и мы сами и в своей внутренней среде, и всегда, когда нас спрашивают, говорим о том, что эту работу необходимо ускорить. На этапе работы рабочей подгруппы уже многие члены Меджлиса участие не принимали, работал председатель, работало несколько человек, представителей крымских татар. И мы точно так же ждем вот эти вот изменения уже, скажем так, в опубликованном виде. Не в виде принципов, которые были обговорены в медиа, обговаривалось, представлялось иностранным дипломатам и так далее, а уже в виде конкретного текста. То есть можно ожидать, что в принципе в ближайшее время хотя бы текст предложений появится. Я не говорю сейчас о голосовании в Верховной Раде. Мы очень надеемся на это, потому что мы сами точно так же его ждем. То есть рабочие варианты мы видели. И, понимаете, на рабочем этапе это же все обговаривается. Есть разные мнения, в том числе и у представителей крымско-татарского народа. Есть разные подходы, видения, суждения, но окончательный вариант, он должен быть опубликован и представлен. Я очень надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время. Дело в том, что нам очень часто задают вопрос, почему вы не популяризируете этот вопрос, почему вы его не обсуждаете, почему вы его не выносите на широкое, скажем так,
широкое поле, а потому что у нас нет основы, у нас нет вот этого документа, вот этой рамки, которая должна быть представлена. Когда она будет, уже можно с ней конкретно идти и дальше продолжать работу, уже говорить более предметно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Гаяна Юксель, представитель Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали тему обращения Петра Порошенко к жителям оккупированных территорий. Ни в коем случае не переключайтесь, после короткой паузы «Крым Реалии» вновь вернутся в эфир. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Порошенко рассказал об изменениях в Конституции по Крыму. Иран выразил поддержку режиму Асада перед началом штурма Идлиба. В сафари-парке Тайган лев душил туристов в объятиях. Сейчас подробнее. На встрече с лидерами фракции Верховной Ради президент Украины Петр Порошенко рассказал о работе над изменениями в Конституцию относительно Крыма. Об этом сообщает Радио Свобода. Глава государства не уточнил, какие конкретно шаги он имеет в виду, но добавил, что в ближайшее время будет созвана Конституционная комиссия в связи с предстоящими изменениями по автономной республике Крым. Президент также добавил, что представители крымских татар активно участвуют в разработке этих изменений. Иран поддержал предстоящую военную операцию Дамаска против последнего ключевого района на северо-западе Сирии, который находится под контролем оппозиции, заявляя, что Идлиб должен быть очищен от террористов. Об этом сообщает русская служба «Голоса Америки». Министр иностранных дел Ирана посетил в понедельник Дамаск, чтобы провести переговоры со своим сирийским коллегой, а также встретиться с президентом Башаром Асадом. На YouTube-канале сафари-парка Тайган выложили видео, на котором запечатлено, как один из львов парка по кличке Фили залезает в машину с туристами. Животное забралось в автомобиль, выпихнув водителя, и полезло обниматься к туристам. Скажи, все равно я всех отсюда выпихаю. Филя, ну машинка новая. Все, крутит руль, сел за руль уже. Там попой. Филя. Сафари-парк Тайган находится в Крымском Белогорске. Это питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектаров. Бывший игрок киевского футбольного клуба «Динамо» Иван Еремчук призвал спортсменов подписать петицию на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских узников Кремля. «Надеюсь, все наши спортсмены и любители футбола поддержат эту акцию», — сказал Еремчук. Для того, чтобы собрать необходимые 100 тысяч подписей, осталось 5 дней. На сегодняшний день петицию подписало более 33 тысяч человек. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем, по прогнозам синоптиков, 31 градус выше 0 и будет без осадков. В районе Чонгара и Новоалексеевки ждется плюс 29, там также сухо. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне. Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня.
Представитель Минприроды России Алексей Титовский заявил, что заповедники аннексированного Крыма передадут в федеральное управление в октябре этого года. В каком состоянии сейчас находятся крымские заповедники? Как будет осуществляться их передача под прямое российское управление? И какие преимущества и недостатки у такой реформы заповедников? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, заповедники Крымского полуострова будут переданы под прямое управление федерального центра в октябре этого года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор Департамента госполитики и регулирования развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Титковский. Цитирую. «Я думаю, что в ближайшее время мы сумеем завершить до конца ряд бюрократических вопросов. Думаю, что в октябре мы должны это сделать». Конец цитаты. По словам главы департамента, остался ряд бюрократических сложностей, тянущихся еще со времени Украины, но чего-то непреодолимого там нет. Как заявил еще 19 февраля этого года заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурат Керимов, цитирую, «в самое ближайшее время на федеральный уровень должно быть передано 10 особо охраняемых природных территорий. 6 из них – Лебяжьи острова, Ялтинский, Казантипский, Апукский, Каркиницкий и Малое Филофорное поле будут переданы в ведение Минприроды России. Еще 4 – Карадакский заповедник, мыс Мартьян, Никитский Ботсад, а также Крымский национальный парк перейдут под управление Федерального агентства научных организаций и управделами президента России соответственно». Конец цитаты. С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. В тех новостных сообщениях, которые приходят к нам в студию от российских информагентств, как бы есть результативная составляющая, но практически нет объясняющей. И в результате мы не можем до конца сложить головоломку, вот почему внезапно оказалось так, что 10, это как минимум 10, крупнейших и важнейших природных заповедников, парков, охраняемых территорий из подчинения нынешней крымской власти должны переходить в управление федерального центра. Внутри Крыма сейчас кто-нибудь что-нибудь кому-нибудь объясняет? Знаете, тут повеселила очень фраза, позабавила, вернее, которая говорит о том, что бюрократические проволочки тянутся со времен Украины. Это что, федеральную собственность России собирались передать заповедники еще во времена Украины? Какие такие бюрократические проволочки могут тянуться в этом направлении, в этом отношении? А вообще логики и каких-нибудь объяснений логических, правильных, законных тут искать абсолютно бесполезно, потому что сейчас многое происходит, которое не имеет никаких объяснений, которое вызывает удивление, и с точки зрения здравого смысла оно абсолютно не нужно. Но почему-то это все происходит, начиная от ремонта дорог и кончая вот передачей огромной территории земли. Заповедники – это прежде всего земельные территории. Прекрасно, я думаю, и местные власти могли бы управляться ими. Но как земельные территории, они, конечно, более интересуют Москву сейчас. Потому что, вот заметьте, если пройтись по этим спискам заповедников, которые планируется передать в федеральное управление, и можно поставить знак равно федеральная собственность, потому что местные власти, если будет это уже находиться в федеральном управлении, местные власти влиять практически ни на что не смогут. Я не думаю, чтобы Москва стала слушать мнение местных властей. Вот. Слишком уж малый кредит доверия к местным властям сейчас для того, чтобы их слушать. И вот те не слишком важные заповедники, например, филофорное поле, ну кому оно нужно? Только природе и специалистам-биологам, которые изучают филофорное поле, да, которое находится в акватории. Его передают в ведение Минприроды, например, потому что Минприрода опять-таки находится в Москве, подчиненное правительству, и послушается однозначно это правительство московское. А вот такие заповедники, как, обратите внимание, Карадакский заповедник, где планировали, да, создать карьер, это дальше идет, что там мыс Мартьян, Никитский Ботсад, особенно Никитский Ботсад, да, где уже построено, там и коттеджи есть, и часть Ботсада уже забирали под строительство. И также Крымский национальный парк,
я хочу сказать, что в Крымский заповедник доступ вообще прекращен, только раз в году можно туда ходить на праздник церковный. И все эти особо ценные заповедники забираются не куда-нибудь, а под управление федерального агентства, планируется забрать научных организаций и управделами президента России. Что такое Федеральное агентство научных организаций? Согласно открытой информации, кто хочет, может открыть хоть Википедию, хоть другие ресурсы в интернете. Это то, что российские же ученые обвиняли в том, что это агентство было создано для, ну, как они говорили, это не мои слова, для отъема и передела собственности. Поэтому вот это Федеральное агентство научных организаций, которое, кстати, по той же информации якобы ликвидировано, и управделами президента России, я думаю, что их интересует исключительно земля, исключительно вот эти ресурсы, которые есть в заповеднике, и не факт, что там не появятся какие-нибудь поместья для отдыхающих и из Москвы чиновников. Ну, видите, Маргарита, вот тут как раз и есть главный камень преткновения. Мы в этой студии не раз и не два обсуждали, и в том числе и с вами, проблемы, которые уже на сегодняшний день имели место с границами природоохранных территорий, например, в районе Севастополя, где местные власти, я не знаю, оглядываясь на Москву или не оглядываясь на Москву, но там не замечали изменения границ, не замечали незаконных строек. Может быть, все-таки дело связано с тем, что Москве надоело терпеть вот вмешательство местных чиновников в раздел природоохранных территорий, во все эти лакомые кусочки, и они решили их отстранить именно потому, что ситуация совсем нестерпима. Или наоборот, ситуация в принципе еще терпима. Я думаю, что тут сложилась такая ситуация. Москва, ей даже не мнение чиновников и не высказывания чиновников надоели, потому что чиновники не будут сейчас противоречить российским властям. В большинстве, в своем подавляющем большинстве не будут. Москве надоело, что проявление вот этого украинского менталитета, когда кто-то чем-то возмущается, какими-то границами возмущается, она считает это абсолютно недопустимым и в конце концов берет в свои руки. Это исключительно такое авторитарное решение, которое показывает, что на желание или на мнение местных жителей, ну, как это повежливо, по-дипломатичному сказать, безразлично. Мы будем делать то, что хотим. Если вам не нравится то, что мы делаем, то мы отберем у вас все это вообще. Вот по такому принципу это делается. Хорошо, с точки зрения именно вот научной, конкретно экологической, в каком состоянии в целом, можно сказать, находятся сейчас крымские заповедники, хотя бы самые крупные и самые важные? В удовлетворительном дела изменяются к лучшему или дела идут совсем плохо? Я бы не сказала, что дела изменяются к лучшему, потому что вот если просмотреть, промониторить даже нельзя сказать, просмотреть научную работу, которая ведется в заповедниках, конференции и то, чем должны заниматься заповедники, да, не говоря уже об охране территории, охране природы, то сейчас это все потихонечку не сворачивается, но уменьшается. И сейчас, как бы вам по-дипломатично сказать, это не будет основной целью. Вот если это перейдет в управделами президента, не будет основной целью, например, научная работа. То есть и экологическое состояние заповедников, судя по тому, что сообщается об военных учениях в заповеднике, да, вспомним Папукский, по-моему, заповедник, вот, и состояние природы, флоры и фауны, и научная работа, все это будет потихонечку уменьшаться. Я не вижу перспектив развития, судя по тому, что сейчас происходит, перспектив развития этих заповедников очень крайне мало эти перспективы. Кроме того, наличие федеральной собственности – это еще и повод для того, чтобы ограничить доступ людей в эти заповедники. И последний к вам вопрос. Вот мы знаем, по крайней мере, вслух названы 10 крупнейших природоохранных территорий, которые перейдут в федеральное управление. Останется ли в крымской собственности, под крымским управлением, хоть что-нибудь из значимых территорий? Или забирают все подчистую? Не, они самые значимые забирают. Но останутся заказники. Например, в районе Севастополя заказник Каранский, да, заказник мыса Я. Он не заповедник, это всего лишь заказник, статус другой. И в Крыму тоже останутся заказники, которые слабо интересуют пока
слабо интересуют российские власти. А в основном самые значимые, самые лакомые кусочки земли под заповедником сейчас планируют забрать. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио Крым Реалии. С нами на связи Николай Рыбаков, российский политик, общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко» и эколог. Николай, здравствуйте. Доброе утро. Вот тут нам сообщают, что в октябре, то есть буквально в следующем месяце, 10 крупнейших крымских заповедников и заказников перейдут из управления местных крымских властей российских в управление российских же властей, но уже федеральных. Вот для того, чтобы мы лучше понимали ситуацию, это какое-то такое ноу-хау из ряда вон выходящее, или на самом деле в России это принято, чтобы в регионах заказники и заповедники управлялись из федерального центра? Ну, смотрите, по российскому законодательству, если это действительно заповедник, то это федеральное подчинение. И также и на Украине, кстати, что это с национального уровня заповедник. Существуют особо охраняемые природные территории, безусловно, и регионального, и даже местного значения могут существовать. Но, вот честно говоря, моя позиция при той ситуации, которая сейчас сложилась в России по степени вот обеспеченности охранного режима, то, конечно, у особо охраняемых природных территорий федерального значения особо охраняемый режим соблюдается лучше. Но это совершенно, конечно, все равно не уберегает полностью. Мы часто являемся свидетелями и застроек, и другого использования подобного территории. То есть говорить сразу же, что это что-то вот из ряда вон выходящее нельзя. Вероятно, это приведение в соответствие федеральному российскому законодательству ситуации в Крыму. Хорошо, если так, то почему российское центральное федеральное руководство тянет, потому что этот процесс не завершен, уже 4 года? Почему это не было сделано в 2014, в 2015, в 2016 году? Почему вот уже на самом деле 2018 близится к завершению, а федеральное законодательство в части охраняемых территорий до сих пор не выполняется? Ну, во-первых, я думаю, что это не самая главная тема была, которая интересовала власти в Крыму. Ну и потом, вообще, вы знаете, вот интересная статистика, что в Крыму очень много особо охраняемых природных территорий, 197, очень много на этой территории, но площадь достаточно небольшая. То есть, если в среднем по Российской Федерации 11% являются защитными и особо охраняемыми территориями, то на территории полуострова только 8,4%. Кроме того, безусловно, вот я уже говорил, что отсутствие, даже наличие особо охранного режима, оно позволяет вести незаконные застройки, вырубки, строительство каких-то объектов, часто являющихся потом федеральной собственностью или дачами каких-то чиновников. Вот в Крыму надо изучать отдельно, что происходило на каждом таком заповеднике, заказнике, национальном парке. Но там тоже могли происходить при отсутствии охранного режима какие-то строительства, застройки. Многие говорили, что сейчас строительный бум именно частных дач, приехавших людей, купивших какую-то собственность.
И бывают такие случаи тоже, к сожалению, что что-то строится, а потом по факту уже признается и дается ему статус законной постройки, исключая ту или иную территорию из границ существовавшего объекта. Поэтому здесь надо смотреть по каждому объекту отдельно, что может где-то что-то построено, теперь это исключается из тех границ, которые были раньше. Потому что теперь же каждая территория получит свои новые границы. Ну вот можно будет уже на месте посмотреть, насколько они будут совпадать с теми границами, которые были раньше, до 2014 года. Ну, по крайней мере, мы в студии «Крым Реалии» неоднократно поднимали вопрос в связи с застройками и в районе Севастополя, и то, как нынешний российский губернатор закрывает глаза на то, что внутри особо охраняемых территорий появляются и какие-то постройки. Но понятно, что я не буду вас спрашивать по каждому такому случаю, но я все-таки спрошу, как в целом по России обстоят дела с незаконной застройкой, с изменением границ. Можно ли сказать, что это такая общая беда, что что во всех там регионах Российской Федерации одинаково могут застраиваться все эти особо охраняемые природные территории? Или наоборот, есть регионы, где ситуация получше, а есть где-то, где похуже? Ну, вы знаете, здесь помогает даже не наличие или желание власти, скажем, от того или иного региона, поэтому здесь такую связку говорить сложно, кто лучше охраняет, кто хуже. Здесь просто географические особенности, потому что есть, естественно, заповедники благодаря своей природной уникальности в отдаленных регионах, и там нет большого желания что-то у кого-то строить. А есть, допустим, Кавказский биосферный заповедник, который находится на территории Краснодарского края в Сочи, и он ужасно пострадал, и это просто одно из увечий последствий Олимпиады в Сочи от строительства объектов Олимпиады. Когда был принят федеральный закон, который позволил такое строительство. В случае федеральных нужд было уничтожено, может изыматься территория, в том числе даже из частной собственности, не только из национальных парков, и было уничтожено большое количество уникальных природных объектов. Поэтому вот Краснодарский край, на мой взгляд, он здесь, конечно, лидирует из-за своего географического расположения. Ну, мне не хотелось бы дальше делать сравнение, что Республика Крым, наверное, даже более привлекательна в этом смысле, чем Краснодарский край. Хотелось бы все-таки надеяться, что природа будет сохраняться, но при достаточно слабом природоохранном законодательстве в стране мы все чаще видим, что как раз подвергаются прессингу и давлению те люди, которые в регионах защищают природу, защищают окружающую среду, высказывают свои протесты с незаконными строительствами всевозможных резиденций и дач. А вот те, кто это делает, они как раз не получают никакого отпора властей и продолжают вести свою работу либо под прикрытием, либо в сотрудничестве с властями. К сожалению, такое есть. Поэтому здесь работа тяжелая, но очень важная для крымских экологов, привлекать и международную, в том числе общественность, для сохранения особо охранных природных территорий. И вот возвращаясь к вашему первому вопросу, я бы все-таки считал, что федеральный статус, он более позволяет добиться соблюдения природоохранного законодательства. Ну, к сожалению, это так. Смотрите. Не к сожалению, но по факту, да. Смотрите, вот вы только что сказали, что, к сожалению, законодательство по особо охраняемым природным территориям недостаточно там жестко, если я вас правильно понял. Вот тут в так называемых вторых майских указах президента Владимира Путина было заявлено о том, что надо усилить ответственность за нарушение этого законодательства, улучшить состояние, было обращено внимание на недопустимость в очередной раз застройки, и даже в федеральной правительственной газете была статья одного заслуженного эколога Российской Федерации на этот счет опубликована. Вот все-таки вот
это упоминание в майских указах особо охраняемых природных территорий, необходимость усиления, они так и останутся на бумаге, там, невыполненным благим пожеланием? Или все-таки российская власть сделает какие-нибудь шаги для того, чтобы усилить законодательство и усилить ответственность за его нарушение? Вы знаете, философски, конечно, посмотрим, увидим, как это будет, но часто бывает, что президент Путин говорит или подписывает что-то одно, а на деле делается совершенно другое. Допустим, предыдущее, как мне казалось, наше достижение, это то, что мы обращениями нашими, экспертными разговорами, встречами добились того, что в одном из предыдущих посланий президент Путин сказал, что послание Федеральному собранию сказал, что общественным экологическим организациям должна быть предоставлена возможность обращения в суд в защиту неопределенного круга лиц. Потому что вопрос ведь стоит в том, что даже если кто-то что-то нарушил, то должна быть за это ответственность, это должно быть устранено. В случае, если это происходит с национальным парком, другой особо охраняемой природной территории, установить, чьи права нарушены, очень сложно. И поэтому в экологических организациях должна быть возможность обращаться в суд по таким случаям. Но после того, как было послание Путина Федеральному собранию, это не то, что не было реализовано, а даже не попало в поручение по итогам этого послания президента. Поэтому говорить о том, что если это попало в майские указы, то это будет исполнено, к сожалению, это не так. Потому что у нас в России часто что-то говорится, и потом либо делается противоположное, либо просто это не выполняется, на это не обращают внимания. Но здесь я верю в то, что очень большая роль и ответственность перед обществом лежит как раз у общественных организаций на то, чтобы это контролировать и обращать внимание на это. А вот у меня к вам еще один такой вопрос. Вот он очень-очень специфический российский. Согласно заявлению еще от 19 февраля из Министерства природных ресурсов и экологии, 6 особо охраняемых территорий перейдут под управление Минприроды России, а 4 перейдут под управление, 3 Федеральное агентство научных организаций, а 1 управление президента Российской Федерации, соответственно. Вот я на самом деле совершенно не понимаю, как так может быть, что целых 3 организации будут управлять различными заповедниками. Это нормальная практика? Так вообще положено, что Министерство экологии не всеми природоохранными территориями управляет? Что еще управделами президента будет чем-то распоряжаться? Вы знаете, первое, что у нас есть такой философский подход у Яблока, даже не философский, а концептуальный, скажем так, что в России должно быть разделено Министерство природных ресурсов и Министерство охраны окружающей среды. Потому что сейчас получается, что то министерство, которое занимается использованием природы, в целях предпринимательства, развития экономики, оно же и должно это защищать. То есть кто использует, тот это охраняет. Это невозможно. И если в перечисленном вами списке из 3 организаций 2 можно признать, что могут управлять, это само Министерство природных ресурсов и ФАНО, то есть Академия наук, то, конечно, администрация президента это не может и не должна. Я обязательно посмотрю, чем они там собираются управлять. И, может быть, мы сделаем по этому поводу запросы и обращения, потому что я думаю, что это может быть сделано в единственных целях, другого я просто совершенно никого не вижу. Это строительство очередной какой-то резиденции или использование в подобных целях природного объекта, уникального, потому что если это национальный парк или заповедник федеральный, то это уникальный объект. И, к сожалению, именно в Краснодарском крае мы были свидетелями того, как либо имеющий статус, либо те территории, которые должны получить статус, например, Утрежский, мыс Утриж, они используются именно для строительства дач и резиденции президента Российской Федерации. Поэтому, к большому сожалению, если там стоит марка, что это передается в управление делами президента, то это, конечно же, свидетельство того, что этот объект может быть
может ждать не лучшая судьба. Спасибо, я обязательно это посмотрю, что там за объект. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко». С нами на связи Анастасия Дроплюк, начальник отдела формирования и развития экосети территории природоохраняемого фонда Минприроды Украины. У меня к вам Здравствуйте, Анастасия. Доброго дня. У меня к вам один единственный вопрос для сравнения ситуации. Вот в Украине природоохранные заповедники в Крыму находились в крымском подчинении или в украинском? Я, напевно, почну відповідь свою з аналізу законодавства, а потім розкажу, як на практиці, пару слів, як було. Взагалі, управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду в Україні регламентується законом України про природно-заповідний фонд. І фактично він регламентує правові засади на всій території України. Великої різниці від що відбувається на території АР Крим, як управління здійснювалося, і інших областях України не було. Основна відмінність була визначена статтею 3 Закону України про природно-заповідний фонд, де визначалося, що в Автономній Республіці Крим керівництво може визначити додаткові категорії територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Що це означає? Це означає, що якщо на всій території України є 11 категорій природно-заповідного фонду, це національні природні парки, біосферні заповідники, природні заповідники і так далі, не буду всі перечисляти, то в Автономній Республіці Крим можна було створити свої категорії окремі. І керівництво АР Крим скористалось цією можливістю і створювало так звані ландшафтні рекреаційні парки. Останнім часом, там 12-13 рік, фактично тільки за рахунок цієї категорії природно-заповідного фонду збільшилось природно-заповідний фонд півострова. Це, як сказати, ландшафтні рекреаційні парки, вони більше, скажімо, були направлені на розвиток туризму, менше на охорону природи, але це було таке компромісне рішення між охороною природи і туристичним розвитком регіону. Що стосується практичних аспектів, то, звичайно, було трошки важче управляти на території Криму, створити нові природоохоронні території, тому що якщо в інших областях Мінприроди мало свої територіальні підрозділи управління екології та природних ресурсів в областях, то на території АР Крим функціонував Республіканський комітет АР Крим з охорони навколишнього природного середовища. Це незалежний був орган. Голова цього комітету входив до складу Ради міністрів АР Крим. Ну і відповідно він був більш самостійним, рішення приймали самостійно. І якщо йшла розмова про якісь загальнодержавні питання, то процес переговорів тривав довше для того, щоб прийняти спільне рішення. Що стосується самих управління, самих національних парків, природних заповідників, то на території АР Криму, звичайно, оскільки це унікальна територія для України, оскільки там різноманіття відрізняється від цієї території України. Там є ендемічні види, які є унікальними не тільки для території України, а для всієї Європи і, можливо, і в світовому масштабі. І науковці, і громадські звертали, і державні установи, які займаються охороною природи, звертали особливу увагу на цю територію. Але, не дивлячись на це, відсоток заповідності на території АР Крим був надто низьким. Навіть в сусідній Херсонській області він був вищий на декілька відсотків, ніж в самій АР Крим. І, відповідно, ми пробували створити нові природоохоронні території навіть в кінці 2013 року, вже коли тривала революція. Эта работа продолжалась. Огромное вам спасибо, Анастасия Дроплюк, представитель Министерства природоохраны Украины. Радио Крым Реалии. У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.